Чеберлоевское восстание 1843 года. Часть 5 АИ. Руновский приводит характеристику, данную Шамилем Чеберлоевцем, а также сообщает подробности устройства их домов-укреплений. До окончательного разорения селений татбуртинцев жилища их строились в виде укрепленных башен из камня в 5 этажей с бойницами. Они были решительно неприступны для самого многочисленного войска, если только не было при нем артиллерии. Внутренность этих крепостей имела следующее распределение. В нижнем этаже помещались лошади, рогатый скот и бараны, во втором — кладовые, в третьем — сам хозяин и его законная семья, в четвертом — имущество всех членов семейства и, наконец, наверху похищенные женщины, которые, впрочем, помещались иногда вместе с семьей похитителя. Разместив таким образом всю свою собственность, татбуртинец всегда был готов встретить своих врагов, которых было у него немало. В заключение завершает свою запись А.И. Руновский, сказал Шамиль, хуже этой дряни на всем свете нет. Русские должны мне спасибо сказать за то, что я немножко исправил их. Без этого у вас было бы одно только средство справиться с ними — перестрелять всех до одного человека, как это делают с вредными животными. Достаточно тенденциозно о прелюдии и последующих событиях Чеберлоевского похода 1843 года пишет Ал-Карахи в главе о нападении на Чеберлой. Когда казикумухцы и унцукульцы возмутились, перешли всякие границы и вышли из-под сени власти имама, чеберлоевцы, татбутри, захотели поступить так же, как те. Чеберлоевцы начали распространять по земле порочность и устранять шариатское управление. Они даже, насмехаясь таким образом, послали имаму сообщение, чтобы он пришел к ним и забрал у них свой шариат. Имам же послал к чеберлоевцам сначала людей, которые бы дали им добрый совет, по-хорошему указали бы им правильный путь и призвали их к покорности и повиновению. Таким же образом имам поступил еще раз и еще раз. Все это, однако, лишь увеличивало заносчивость чеберлоевцев и отдаляло их. Имам отправил тогда одного человека, чтобы он объяснил чеберлоевцам: мы не оставим вас в покое, пока не подчиним и не укротим. Вы не тащите нас против себя на уничтожение в войне с вами наших снарядов, подготовленных для войны с неверными. Чеберлоевцы, однако, не обратили на это никакого внимания, не прекратили своих дел и даже сказали с насмешкой: мы собрали шамилевский шариат в бурдюк и завязали его горло. Пусть Шамиль приходит и заберет этот бурдюк. Имам двинулся тогда с пушкой и снарядами, подняв против чеберлоевцев войска. Те выступили на равнину для оказания противодействия. Две группы чеберлоевцев ночью неожиданно напали при этом на фланги войск имама, надеясь обратить муридов в бегство. Аллах, однако, придал стойкости тем, которые уверовали. Против чеберлоевцев было разожжено пламя войны, и они разбитые убежали тогда в свои замки. Они подумали было, что их замки защитят их от Всевышнего Аллаха, но он настиг их оттуда, откуда они не ожидали, и вселил страх в их сердце. Замки чеберлоевцев были разрушены, их усадьбы были оплаканы, а совершенный Микаил Гакварианский даже полностью уничтожил жителей одного селения. Судя по всему, речь идет об ауле Цагуровла или Тундуха СМ. Далее. ЗТ. О разрушениях в Чеберлое пишет Иман Мухаммад Гигатлинский. Герман Муртазалиев, 1976 год Р., рассказывает 2024 год, что Шамиль уничтожил всех жителей села Тундухой, род которых восстановился лишь от детей, случайно оказавшихся в гостях с сыновьями в других селах. Н. секунд. Иваненков, к тому же, пишет в 1908 году о жителях Тундухая, насчитывавших 27 семейств. Шамиль казнил отца и брата Дарга и 13 человек других за их знатное происхождение. А.Е. Росикова, записавшая материал у местных жителей в 1894 году, отмечала: это старой Тундухой, объявили нам наши спутники, разрушенный Шамилем за непокорность. Жители заперлись в башню и долго не сдавались. Шамиль разорил селение, разрушил башню, а непокорных побросал в пропасть. Уцелевшие тундухоевцы покинули разрозненный аул и поселились на новом месте, на том самом, где мы застаем их ныне.